Каждый год 3 воскресенье августа в России отмечают День физкультурника. В преддверии этого события в Доме правительства вручили государственные награды работникам сферы физической культуры. О том, кто был удостоен наград, в нашем репортаже. Среди гостей были представители республиканских и муниципальных спортивных школ, спортсмены и тренеры. В их число вошла Виктория Максимова, чемпионка России по легкой атлетике. В начале августа девушка сенсационно выиграла медаль на дистанции 200 метров, опередив соперниц на последних метрах. Сегодня она получила благодарность главы Чувашской республики за вклад в подготовку победителя чемпионата России 2022. Да, конечно, очень приятно то, что ценят наш труд. Мы стараемся для того, чтобы показывать хорошие результаты, чтобы радовать вас. В свою очередь, нас тоже очень сильно обрадовали. Среди награжденных и юные спортсмены. Анна Михайлова – ученица 5 класса, сейчас девочке 10. Из них спортом она занимается с 7 лет. Анна получила благодарственное письмо главы Чувашской республики за достижение высоких спортивных результатов на всероссийских летних сельских спортивных играх. Я очень рада, мне очень приятно, что сегодня нас наградили. Мы заняли 2 место на всероссийских сельских играх. 44 субъекта Российской Федерации. Мы играли, получается, в классический волейбол. Ведущим направлением физической культуры может стать комплекс ГТО. Благодаря модернизации физкультурно-спортивное движение стало доступнее и интереснее. В 2022 году мы заняли 15 место, самое лучшее место за все время действия комплекса ГТО в Чувашской республике. И мы продолжим работать, и я вас уверяю, что мы займем и упрочим позиции нашей республики среди регионов страны. Поздравляю с этим замечательным праздником, с праздником, который у нас объединяет прежде всего физической культурой, это активным образом жизни. Ну и, несомненно, в этот день мы говорим и о спорте высших достижений, о тех ребятах, девчонках, которые, являясь представителями Чувашии, мы являемся регионом, который входит в высшую группу или в группу лидеров по людьми, вовлеченными в активный образ жизни, это более 50%. Ну, конечно же, задачи у нас более амбициозные. Ориентиры нам поставил президент, это не менее 70% должно быть к 2030 году. Чтобы достичь таких цифр, нужна комфортная и доступная инфраструктура. Сейчас идет реконструкция стадиона «Волга», планируется строительство ледового катка и футбольного поля в юго-западном районе и в новом городе. Возможностей для занятий физкультурой и спортом станет больше, а значит больше физкультурников и здоровых людей. Анастасия Ушакова, Анна Центовская, Юрий Марков, Республика.